Ну, историю своей семьи я начала активно изучать последние 3 года. Считаю, что это мой долг возродить память о них, рассказать об их непростой жизни, опираясь не на свои эмоции, а на документы, которые мне удалось разыскать во многих архивах. Какое было в то время событие, которые коснулись не только мою семью, но и большинство жителей в нашей стране. Ну, дед родился в 1883 году в городе Ревель, сейчас это Таллин. Как он писал в своей автобиографии, в мелкобуржуазной семье. Семья была дружная, 8 человек детей, но 3, правда, умерли в младенчестве. Воспитывался он, как тоже в его краткой автобиографии написано, в любви и почитании к родителям, наставникам. Но от религиозных взглядов, написал он, отказался еще в отрочестве. И начиная с 17-летнего возраста он принимал участие в организации праздника Певческого поля. Это огромное событие для Эстонии. То есть он начал уже вот тогда этим заниматься. Образования высшего у него не было. Он кончил среднюю школу, коммерческие курсы. Потом 1 год закончил в Лейпциге коммерческого института. И, работая в германской фирме Карл Шуберт, он попал в Кокант. И вот там произошла вот эта вот история, когда он совершил покушение на провокатора Курицына, бывшего народовольца, как он писал, предавшего товарищей по партии, часть из которых там были повешены, часть расстреляны. И за это царем Николаем II, вернее, по распоряжению, он был осужден военным судом на смертную казнь. Но его мама, Алина Грюнберг, написала прошение царю Николаю II, и он заменил молодому человеку на пожизненную каторгу. Это событие мне очень тоже потрясло, что он в молодом возрасте, 11 лет, сидел в Иркутске, в Александровском Централе. А после того, как он вышел оттуда, он стал заниматься революционной деятельностью в Сибири. У него была очень активная жизнь. Когда я видела его послужной список, я не могу на вопрос, кем работал ваш дед, ответить односложно. Он в очень многих местах работал. Вот, я так понимаю, в торгпредстве в Японии. Он был зам-атташе, в общем, по торговле, такой представительный. И этого же периода фотография и его жены. Вот такая она была красивая, интересная. Значит, а когда его приходили арестовывали, он уже был глубоко больным человеком, перенесшим инсульт. И мне удалось из личного дела его получить, его последнюю прижизненную фотографию, где он выглядит тяжело больным, худым, замученным человеком. В общем-то, это молодой мужчина, ему тут нет даже 55 лет. Захоронен он в общей могиле. Ныне это считается Москва коммунарка, раньше Московская область. Вот. Известно о нем тоже стало не так давно. Там большое количество, вроде бы как 20 тысяч захороненных. Я первый раз на том месте была в год 80-летия расстрела, в 18 году. Видела вот эти вот обнесенные ленточкой места общих захоронений. Конечно, это все было очень тревожно и волнительно. Как представила, что их привозили в фургонах с надписью «Хлеб, молоко», бросали в общую эту яму. Совершенно не по-христиански, да, не по-людски. Получается, что человек всю жизнь был ответственным административно-хозяйственным работником, да, работал на благо советского государства, и оно же его и
репрессировала и расстреляла. Конечно, очень потрясла история, об этом я вообще не знала, что его жена, моя бабушка Валентина Николаевна, как жена врага народа, была осуждена на 8 лет и отбывала в Казахстане в Акмолинском лагере жен изменников Родины. Это суровое наказание. Как только его расстреляли, ее без суда и следствия арестовали и отправили на 8 лет в Алжир, Акмолинский лагерь жен изменников Родины. Значит, моя бабушка и ее родная сестра находились почти в одно время в этом Акмолинском лагере жен изменников Родины. Встретились они в этом лагере случайно. Они могли бы даже не знать, да, как это произошло. Подробности не рассказывать, да, как. Одна группа женщин шла, другая навстречу, и вдруг две сестры родные встретились. Это был шок и для них, и для всех. Вот. И жизнь была несчастных женщин очень тяжелая. Летом плюс 40, зимой минус 40. В основном на рубке этого камыша. Этим камышом потом они отапливались в бараках. Был жуткий холод, была большая смертность. Самая большая трагедия, что женщины, у которых были маленькие дети, им разрешалось находиться только до 3-летнего возраста. Потом приходил сотрудник, отнимал от матери этого 3-летнего ребенка, и бывало так, что они больше никогда в жизни не виделись. Были такие случаи. Но были и такие случаи, когда семьи восстанавливались, и дети, смотря на своих матерей, была история, что ей говорят, там, девочка, это твоя мама. Какая это мама? Это какая-то старая седая старушка. А мать ей говорит, да это я, доченька, я волосы покрашу, я буду прежней твоей мамой. То есть, ну, страшные истории, всегда наворачиваются глаза, слезы на глаза, когда рассказываю и все это вспоминаю. Не дай бог никому это испытать. Поэтому никогда об этом тяжелом периоде нельзя забывать. Нельзя. Мы учимся на истории, понимаете? Не надо забывать. Даже ради того, чтобы эти события не повторялись. Как это можно замолчать о жизни такой тяжелой? Вот эта фотография 1966 года. Здесь изображена встреча 3 женщин, которые отбывали 8 лет в Акмолинском лагере жен изменников Родины. И они в течение многих лет после возвращения из Алжира встречались. Ведь бабушка и ее сестра после возвращения из Алжира работали в книжном магазине и даже грамоты за хорошую работу получали. То есть они как бы не озлобились, не затаили обиду, а они вот как-то... Ведь раньше как? Они выходили из гимназий, где их обучали и шить, и вязать, да, и вести домашнее хозяйство. И как-то, ну, другие устои были семейные, да? Вот. Да, Капитолина была хорошей поварихой в Алжире, а бабушка работала на полевых работах. Там вообще очень многие женщины работали на совесть. Там был шикарный швейный цех, там шили одежду. Одежду это, правда, забирали жены высоких, им ничего не доставалось. Но в музее представлены очень интересные экспонаты. То есть они вот, ну, достойно себя вели. Вот им большое уважение за это. Женщины работали на полевом стане. Тяжелая работа. А через железную проволоку вдруг в них полетели маленькие белые камушки. Это бросали казахские дети. И стоявший рядом охранник злорадно сказал, вот видите, врагини народа, как вас ненавидят даже дети. Ну, женщины проглотили слезы и ничего не ответили на это. А на следующий день одна из них наклонилась, когда хотела в очередной раз срезать камыш, да, и вдруг почувствовала от этого белого камушка запах молока. Оказалось, это курт, это прессованное такое молоко. И таким образом местные жители жалели этих женщин и пытались подкормить. Значит, когда арестовали Юлиуса Густавовича Грюнберга, моей маме, его дочери, было 15 лет. И чтобы ее не забрали в детский дом, а она в милиции сказала, что потеряла свидетельство о рождении и, получая новое,
указала, что она родилась не в 1923 году, а в 1922. Значит, мне, говорила она, уже 16 лет, а в детский дом забирали до 16-летнего возраста. Таким образом, мама избежала детского дома. А ее брат был старше ее на 5 лет, он уже, тем более, его не могли арестовать. В то время попасть в детский дом – это было очень страшно. Детей репрессированных бросали вместе с уголовниками, которые издевались над этими детьми, говорили, что вы дети врагов народа. И очень тяжело было этим детям жить. Были даже случаи, когда дети накладывали на себя руки. Были и такие страшные истории. Мама избежала детского дома, а ее двоюродный брат в 12-летнем возрасте попал в такой дом. Причем привели его обманом. Позвонили в дверь, на пороге стоял сотрудник и сказал: «Игорь, пойдем, мы тебя отведем к маме». И Игорь радостный побежал, что я сейчас увижу маму. Он в то время был кудрявым, играющим на скрипке, в костюмчике матросской. Матросочка такая у него была. Вот. И для него был, конечно, шок попасть в это условие. И единственное, что его спасло, что он хорошо рисовал, и поэтому иногда он вот этой шпане, которая руководила в детском доме, он рисовал просто игральные карты. И тем самым снискал уважение. Но спасибо, значит, бабушке Агнии Михайловне, его бабушке, которая написала прошение, и с помощью, как вот по нашим семейным рассказам, Михаила Ивановича Калинина, с которым, кстати, Юлий Грюнберг сидел в Александровском централе города Иркутска, мальчика через 1,5 года удалось из этого детского приемника забрать на воспитание его родного дяди. Но, как он потом лично мне говорил, я, говорит, всю жизнь помнил эти 1,5 года, эти издевательства и эти блатные песни, которые пели вот эти вот ребята. Забывать этот страшный урок нельзя. И люди, все-таки я думаю, что хороших людей больше, и они сочувственно к этому относятся, и каждый сделает для себя вывод, да. И, конечно, никто не хочет, чтобы те страшные времена возвращались. И, конечно, этот урок не только для семей, где пострадали близкие, но, мне кажется, и для всех. Для всех.